занимаемся темами, которые тоже так или иначе связаны с полицией, с реформой полиции. Но в частности, у нас есть вот этот проект, который называется «Вигилант». Что это такое? Обычно этот термин вспоминают, когда вспоминают о американской истории 19 века, когда, в частности, в каких-то городках, где не было шерифа, например, и где начинался какой-то разгул преступности, население самоорганизовывалось и начинало самостоятельно этих преступников ловить, вершить суд, иногда потом снимать с себя полномочия и передавать все шерифу, полиции. То есть вершить такое правосудие. Но в частности под этим термином понимают и поскольку вигиланты вершат правосудие все-таки довольно часто, исходя из собственных представлений о порядке, они защищают порядок, правопорядок, то, например, Ку-клукс-клан тоже принято относить к вигилантам. Теперь, если вы вспомните последние несколько лет нашей истории, то все знают о том, что у нас появились разнообразные организации, которые занимаются чем-то относительно похожим. Они очень разные, занимаются разными делами. Например, Стоп-хам, о котором, наверное, многие слышали. Или Хрюши против. И так далее. Занимаются они разными вещами. Например, в Кирове есть организация, которая называется «Ночной патруль». Они на своих машинах дежурят и сдают полиции пьяных водителей. Это вот такая деятельность. Все слышали, наверное, об организации, которая называется «Город без наркотиков», Ройзман, Екатеринбург, которая существует достаточно давно и которая тоже занимается своими делами, занимается борьбой с наркоторговцами в первую очередь. У них там чуть пошире тема, но это главная тема. Или про организацию что-то говорили? Работы. Собственно, да, Толя сделал краткую вводку. Если подытожить, то вигиланты – это люди, которые начинают выполнять функции полиции, как правило, и исходят из каких-то своих представлений о прекрасном. И здесь собственно, самый сложный вопрос, где, собственно, граница такой деятельности, что можно считать допустимым, а что нельзя считать допустимым. И нам хотелось, конечно же, такой вопрос задать вам, но я просто не понимаю, можем ли мы сейчас с учетом эвакуации лагеря все это сделать, поэтому я, наверное, это проблематизирую. Смотрите, что получилось. В какой-то момент у нас в стране случился такой ренессанс гражданских практик. Люди стали смотреть немножко пошире, чем в пределах своего социального круга, то есть социальный горизонт, он увеличился. Я знаю, например, что в Сыктывкаре есть практики, когда активисты кормят бездомных, когда например, в России есть практики, когда я не знаю, всем известны, собирают деньги на лечение больных детей или собирают еще какие-то необходимые вещи и едут в дома престарелых и помогают. Это все на самом деле явление одного порядка, то есть люди, они решили, что смотрите, у нас есть провал государства в какой-то, скажем так, важной области нашей жизни не справляется, то есть там ничего нет. Я даже больше скажу, наша организация, Фонд «Общественный вердикт», мы, по сути, часто за следствие расследуем преступления полицейских и потом добиваемся, чтобы все-таки состоялось судебное решение. То есть государство не справляется с расследованием, возникает профильная правозащитная организация, и она заставляет государство это делать. Так вот, вигиланты – это те, которые считают, что полиция где-то не справляется, и надо бы вместо полиции этим заниматься. С одной стороны, в общем, логика в этом есть. С другой стороны, возникают серьезные проблемы, потому что вигиланты присваивают себе право применять насилие по отношению к другим гражданам. И таким образом, фактически, монополия на насилие, которое вообще де юре и де факто, по идее, должна обладать только государство и соответствующие службы, оно таким образом размывается. Допустим, есть примеры, когда город без наркотиков наркоторговца сам уже доставляет в отделы полиции. Это исключительно функция полиции. Задерживается. Задерживать сначала, доставление.
применяют наручники. Есть случаи, когда, допустим, вот сейчас известный, ну, давно известный, но сейчас опять зазвучавший Окупай наркофиляй, они наркоторговцев тоже доставляли в полицию. Скажите, пожалуйста, все-таки задам вопрос, в чем здесь проблема, с вашей точки зрения? Проблема не в том, что они полицию выставляют, проблема в том, что они люди с первым домом грабят, разбирают телефоны, и это как бы, ну, нет никакого вопроса. Просто преступники, которые хотят оправдывать свою тягу к насилию, к репрессию. Не всегда бьют. Оправдывая, вот смотрите. Высокими идеалами не имеет никакого отношения к гражданским инициативам, но исправлению чего это инициативы направлены на нарушение демократии и доступ к насилию. Хотите иметь неправильный доступ к насилию, это работать не так. Не хотят, считают, что там не получится. Вот если почитать комментарии Елизаветы Симоновой, которую вот вчера буквально, или позавчера, приговорили к 3 годам за вот эти антинаркотические рейды, вот, то как бы нет, мы не хотим идти работать в полицию, потому что там мы не сможем эффективно работать. Я согласна здесь, что ключевой момент это насилие, потому что по большому счету выяснять отношения между гражданами с помощью насилия это противозаконно. Здесь это используется, но здесь это используется ради достижения некого общественного блага. И очень показательная вещь. Случился приговор в московскую вот группу, которая занималась, скажем так, ловлей на живца, да, они по объявлениям встречались с теми, кто продает спайсы, и фактически их удерживали и вызывали полицию. Но применяли насилие, издевались, снимали все эти ролики, выкладывали в интернете и так далее. Так вот, все-таки, если посмотреть на ту дискуссию, которая сейчас разворачивается, то очень много возмущающихся граждан, совершенно обычных, которые считают, что это вот замечательные подростки, они боролись за нас, они боролись против наркоторговли, в итоге они же должны сесть. Ну, то есть я к тому, что я не высказываю сейчас своего отношения к этому, потому что я все-таки исследователь, я пытаюсь понять, собственно, вот со стороны общества идет скорее своего рода инвестиция, понимаете, в такие практики. Хотя понятно совершенно, что здесь государство реагирует абсолютно понятно. Здесь работает Центр С, здесь работают следственные органы, и они, конечно, 9 человек вот вчера приговорили. Есть еще такая точка дискуссионная. Вот считается, что на самом деле никто бы сам не возник, а все это исключительно проекты Кремля, потому что очень многие вигеланские группы, там Лев против, Лев против, Стопхан, да, они получали президентские гранты, да, и, соответственно, они возникли ровно потому, что вы получили такую поддержку. С одной стороны, да, им как бы делегировали такое право, а с другой стороны, уже 2 года, как эти группы не получают никакого финансирования, но тем не менее, эта практика никуда не делась, и даже появляются клоны. И клоны появляются в регионах России, клоны появляются в республиках наших соседних независимых государств, там Молдова, Украина и так далее. Вообще говоря, я на этом закончу, из международной практики известно, что когда появляются такие группы, то это путь к failed state. Failed state, понятно, что такое? Такое обанкротившееся государство. И это означает, что в действительности те профессиональные службы в стране, которые должны заниматься поддержанием общественного порядка, они просто не справляются. И вот один из выводов нашего исследования как раз в том, что рост таких групп и то, что эти практики не пропадают, даже когда пропадает поддержка в отношении их деятельности, говорит о том, что это все означает, что наша полиция просто действительно непрофессиональна. И, собственно, здесь возникает задача либо добиваться реформы полиции и ее профессионализации, либо понимать, что дальше рост таких групп будет только нарастать, увеличиваться. Спасибо. Я хотел бы добавить, что далеко не всегда эти группы применяют насилие. Есть группы, которые, например, контролируют продажу алкоголя несовершеннолетним. Они просто приходят, делают контрольную закупку, выходят на улицу, вызывают полицию, показывают чек и организацию штрафуют. Никакого насилия там нет. Другое дело, что даже в таких мягких вещах, как правило, закон так или иначе нарушается. Например, они ведут съемку, и не только в этом дело, но они потом выкладывают эти ролики в интернет. Кстати говоря, интернет для многих групп является
способом такой монетизации своей деятельности, потому что, например, ролики того же Стопкама добирают до 8 миллионов просмотров. А роликов они делают много. И Типа продают каждую рекламу. неделю. Да, и продают рекламу, там, разумеется, да? То есть это по-разному. Вот. Еще, чтобы не забыть сказать в конце. У нас делается сайт, который так и называется «Вигиланты». Он пишется как «Вигиланты», но в конце «Y». Так, русский намек. .org. Я думаю, что мы в течение месяца его откроем, и месяца через 1,5-2, когда он будет проиндексировать, вы наберете это новое, до этого времени незнакомое слово «Вигиланты» в Яндексе или в Гугле, и вы получите материалы этого сайта. Там будет много материалов, да? Там будет много, там будут справки, там будет аналитика, там будет лента новостей, и интересующиеся смогут познакомиться с проблемой и посмотреть, что это такое. Надеемся, что мы получим поддержку и интерес со стороны общества. 5 минут на вопросы, если есть. Да, сейчас. Давайте. Раз, потом два. Скажите, пожалуйста, а казачество можно считать вигилантами? Да. Нет. Да, отчасти да, конечно. Но казачество это очень обширное явление с историей даже последних 25 лет. Их поддержка началась достаточно давно. Это в существенной степени, как и многие, кстати, вигилантские группы, это некие смутные планы, наверное. Да. Понятно, что за многими из таких явлений стоит или может стоять государство. Например, мы знаем, да, что когда активизмом пытались заниматься лимоновцы, их сразу же прикрыли. Вот когда я начинал работу над этой темой, у меня даже появился как бы эпиграф в теме. Все, что не запрещено, зачем-то нужно начальству. Вот посмотрев на этих вигилантов, я понял это примерно так. Дело в том, что сейчас все-таки казачество отрегулировано, есть специальные федеральные законы, и они такие скорее не вигиланты, они такие квазиправоохранители. Все-таки разница в этом есть. То есть им как бы на законных основаниях делегируют насилие, право на его применение. Мы же все-таки в первую очередь говорим про инициативные группы. И если Стопкам, допустим, Лев против, Крюши, вот эти все, это изначально проекты молодежного единства, да, то есть Нет, это проекты наши. Когда наши распадались, их комиссарам дали возможность организовать так называемые, они называются федеральные проекты, сами себя Ну, называют. федеральные проекты, да, у них было финансирование. То, например, «Ночной патруль» киевский, это абсолютно низовая инициатива. И уже потом местному генералу, вот Сладовникову, пришлось с ними налаживать партнерские отношения, ровно потому, что конкурировать с ними или критиковать их публично было опасно просто для регионального МВД. Но вот «Ночной патруль» — это абсолютно низовая инициатива, это такие в чистом виде вигиланты, которые вот взяли решение некой проблемы в свои руки. И как и город без наркотиков. Если коротко, они организуются в группы ночью, в четверг, пятницу, субботу дежурят около ночных И по клубов. праздникам. По праздникам и смотрят, когда пьяный человек выходит, по их мнению пьяный садится за руль, они едут за ним и, условно говоря, тормозят, сдают полиции. А потом сотрудники полиции стали садиться к ним в машину, чтобы это уже было на законных основаниях. Последний Там вопрос. много всяких нюансов, но в общем верно. У меня такой вопрос. Сейчас вы сказали... А вы кто? Любопытно. Меня Станислав зовут. Вот эти группы, да, вигиланты, сейчас они были представлены как желающие функции полиции перенять, вот, решить какое-то свое, по своему представлению, не правосудие, как бы улучшать мир, да, вот, и они как бы находятся в оппозиции к полиции в некотором роде, да, потому что они могут там, применять незаконные средства для достижения своих целей. Вот. А было ли, можете ли вы принести примеры? Широко распространена такая практика, что либо со стороны вот этих вигилантов, либо со стороны полиции появляется инициатива о том, чтобы договориться. Да? То есть, по идее, это же достаточно с обоих сторон может быть выгодное сотрудничество. То есть полиция может бесплатно
улучшать с помощью этих организаций ситуацию на улице. Вот. А вигиланты могут попользоваться помощью полиции в том, чтобы правонарушители получили наказание. Причем в рамках закона. Насколько распространены инициативы по взаимодействию, то есть чтобы встретиться и поговорить, вот как нам нужно действовать, чтобы мы достигли своих целей, но не нарушили закон. Либо полиция что говорила, вот, Ну, во-первых, нам что делать? дело в том, что у нас исследование не закончилось, потому что сейчас, пока нам известно, есть примеры, когда удается взаимодействовать, там некоторые рейды по вокзалам или против в Москве выходят вместе с полицией, или, по крайней мере, полиция в курсе, что они сейчас патрулируют и ловят тех, кто выпивает либо курит в неположенном месте. Трезвые дворы, они себя позиционируют, что они абсолютно самостоятельные и более эффективны, чем полиция. Если посмотреть их видеоконтент, то они о полиции весьма снисходительно говорят. И вообще считают, что если в Челябинске, да, там стало меньше пьяных во дворах и меньше, вообще говоря, потребления алкоголя во дворах, то это скорее заслуга трезвых дворов, а не полиции. То есть, в общем, если очень коротко отвечать, хотя мне бы хотелось развернуто, потому что там много разных нюансов, эти группы скорее демонстрируют свое превосходство и над полицией, и над обычными людьми. И более того, говорить о том, что это может быть взаимовыгодно, да, там полиция их руками решает какие-то задачи, которым скучно заниматься, или они не хотят, или там вигиланты могут повысить эффективность, если им будет помогать полиция. Вы знаете, мне кажется, здесь вопрос все-таки у кого какие цели. В полиции могут быть такие цели, у вигилантов цели другие совсем. Они, в общем, некоторые из них вполне себе нарабатывают политический капитал. Спасибо. А можно? Тоже. Вот вы просили еще один вопрос, да? Здравствуйте, вот, Никита. Вопрос такой вот, ну, активность это хорошо, да, тем более, когда молодежь привлекает, и учит чем-то быть активным, вот, но не считаете ли вы, что такие группы, с другой стороны, плохо тем, что они все-таки решают проблемы последствия, а не проблемы причины, из-за чего возникают вот эти проблемы? Такие группы плохи прежде всего тем, что для того, чтобы добиваться общего блага, мира и благоденствия, ну, я сейчас, понятно, да, иронизирую, для того, чтобы добиваться общественного порядка и соблюдения закона, нельзя самому нарушать закон. Вот это первый момент. Второй момент. То, как они работают, в конечном итоге приводит к эскалации конфликтов. Если вы посмотрите на их ролики, вы увидите, что на самом деле это абсолютно высосанная из пальца проблема, которая вырастает до серьезного конфликта между гражданами. Да, здесь есть провокации на насилие, там много чего есть, но если говорить, я социолог, да, если мы пытаемся добиться более безопасного общества и на самом деле идем через конфликт и повышаем градус, то это сомнительный очень метод для этого. Извините, я бы добавил следующее, что да, что эти группы очень разные, поэтому не нужно переносить клише на всех. Хорошо, спасибо большое.